Ну и так, короче, все, мы добрались. Сейчас будем заезжать, переправляться. Еще шаги нету. Все нормально. Пока все нормально. Ну, говорят, что-то там ценник скоро поднимется. Надо газовать отсюда. Блин, ну темно. Ну, короче, идем. Там ветрище холодный, капец. Просто холодный. Как это, на нос, наверное, корабля, да? Короче, идем. А, впереди маяк. Сначала на тот маяк, потом вон там. Вот еще один. Так, немножко вам Якутска поснимать. Выгружались на Жарницкого 9/4. Все, выгрузились. Оба! Прыгать тут будем сейчас и газуем отсюда. 4,5 метра высота, как минимум 6 метров здесь. Тут написано 4,5. Что там, метр точно, 1,5 есть. Да, наверное. Я 4, 5,5, где-то 5 метров точно. Такой Якутск. Сейчас направо на кольце, объездное шоссе, и все время до кольца налево и мимо аэропорта. Ну да, здесь есть и старые дома, и новые, вот строится жилье. Здесь вот здание новое. Так что как-то так. Веса 3700 теперь на ведущей. Ой, сейчас весело будет. Где лед, да где что. Пробки, пробки. Собираются пробки. Потихоньку. Здесь есть покушать, я даже чувствую запах шашлыка. Тут не остановишься. На фуре-то есть, ну, на легковой-то ездишь, так. На фуре нет. Минус 3 показывает. Ну, наверное, не, это мы то, что стояли, автономка работала, тепло на датчик шло, минус 8 точно есть. Минус 8. Я в эту дырку не пролезу. Едем. А это получается что? Сейчас налево. Марха вот это вот там будет. Вот до кольца сейчас доедем. И поедем налево. Как? Ох, мимо аэропорта. В магазин заехать, цены. Не то, что цена. Воды взять. Дорогу, воды на переправу.
переправляться будем сразу. Блин, а я, кстати, не смотрел по камере, что там на переправе творится. Что там у нас на переправе, кто его знает. А я сытый есть не хочу. Нам сейчас главное переправиться и стартануть. Так, а что ж дизель-то? Я забыл здесь цены-то, я смотрю. Ну, сейчас будем проезжать, если я не отключусь. Кого-нибудь тут задавить, что ли? Чтоб не лезли. Чтоб не лезли! Папка едет. Маленькие, разбегайтесь. Так что как-то так, ну может кто-то узнает. Кто будет смотреть свои родные места, узнает. Ладно, еще включимся. Ну, короче, сейчас, если успеем, вывеска не поменяется, я вам скажу цены. Туймада нефть. ДТ 93. И все. Так, дизель 92 73 70, 95 77 50 и 98 84 50. Так что вот, мимо аэропорта сейчас едем. Ну и так, друзья. Блин, что сразу не включил. Короче, сейчас будем грузиться, дождемся паромщика. Встанем, будем здесь стоять ждать. Капитан Леонтьев, как всегда, ничем не изменяет. Я нынче весь сезон сюда на нем. Все, еще включимся. Нас, короче, как всегда, поставили касса, буфет, а там все, отходим. Задом наперед идем. Пойдем. О. Слышно, нет? Сейчас он стартанет. Пока-пока. Город Якутск. Теперь, наверное, не знаю, все возможно зимний, но до зимника придем сюда, а может быть уже только когда зимник откроется. Загадывать не будем. Вот капитан Леонтьев, у них подъем, да, хоть и подъем, но здесь всегда ровно. Съезд ровный, заезд ровный. Также и в Бестяхе, вот, причал. Вот. Они же тут каждый за своим причалом следят. И все. И у каждого все свое.
погнали. Короче, друзья, битва моторов. Догнали. Паром 5. Уже мы обгоново берем. Они там все стоят. А в кассу ждут денег, когда оплатить. Деньги, деньги, деньги. А мы уже все оплатили. Все, идем. Вертолет летит. Паром 5. Короче, обходим. Ну, у них же тут кто быстрее придет, тоже там, тут больше заберет. Леонтьев пришел, а все грузовые забрал. Легковых не брал. Ну, потому что всех больше берет грузовых. Все так. По несколько машин. Сколько там, 3 фуры. А одна фура самосвал и брал. Все, больше не берет. Все легковыми. А этот всеми грузовыми забивается, и все, и пошел. Блин, ну как всегда я не вовремя включил. А нет, тут действительно надо. И руками, и ногами, камеры некогда, все. Выходим. С парома. Выходим с парома. Блин, сейчас я тут кнопочки надо выключить. О. Так, ну что, вот она, река Лена. Все, говорим, пока-пока, до новых встреч. Дорога, как всегда, тупит. Короче, веселуха тут. КамАЗик что-то исполняет. Здорово! Здорово, Саня, здорово! Сейчас буду говорить. Местный, я местный. Да так же, как и на этой. Так, шуги нету. То есть ни шуги, ни льда, ничего нету. Все нормально. А, 15-е официальное закрытие. Но паромы будут ходить вроде как до 26-го. Может быть даже дольше. Такая вот фигня. Все, чем бестях. Он тут сейчас на бугорке. На бугорке. Темнеет. Что-то впереди погода хреново ставит. Неизвестно. Не знаю, докуда пойдем. Куда-нибудь, наверное, дойдем сегодня. Тоже работают, частники возят, деньги зарабатывают.
снимем всего. Ну и так, Улу. Ночевали в Улу. За бортом снег. Это вообще капец. Сейчас ни ямок, ничего не будет видно. Минус 8. Оказывается, сейчас. Вроде сухой снег. Но в 5 утра не было, а сейчас время 6:30. Пацаны говорят, просыпались в 5 утра, не было снега. 6:30 снег лежит. Посмотрим. 190 до Томмота. Так что как-то так. Зон тут что-то играет, да? А не, машинка, он идет, снег сдается, не прилипает, наката, то есть, ну, не закатывает его. Сейчас дальше может и не быть его. Здесь вот, говорю, всю зиму вот такой сухой снег. Сыпет, целыми днями сыпет. КДМ-ка идет просто на ходу, она своим ветром его сдует на обочину. Все. Так что, если сдуется, значит хорошо. Ну и вон газу дают, не шлифует ничего. Нормально идет. Так что двигаем в сторону Невера. Короче, к Томмоту уже подъезжаю. Скоро Томмот будет. Дорога, всю дорогу так снег идет и идет. Там, говорит, от Тынды до Невера вчера веселуха была. Так что непонятно, короче. Смотрим, что там дальше будет. Алдан, потом Тит. Все там впереди. Раньше, понимаю, вот там дорога как-то шла. Старая. Мосту уже вижу, что все плохо. Якутский Угулан. Опа! О, золотишко возят на белязах. А это уже с отработкой. Колдану поднимаю сейчас. Что у нас? Как его, блин, хотел резко сказать, забыл. Верхний, нижний, Куранах. Сейчас Куранах будет нижний. Потом верхний и Алдан. Здесь фабрика золота добывают. Что-то погодка вообще мне туда не нравится, не ахти она.
-9. Так что двигаем. Так, ну что, на тип поднимаемся. Так что вот он с этой стороны вообще весь. Да и с той стороны сейчас увидите. Спускаться будем. В свое время здесь тоже висели, тут тоже засыпало снегом. Чистят, все нормально, скрябают, сыпят. Вот такой он кит. Ой, пальцы мои тут лазят. Все включено, все нормально. Я когда первый раз ехал еще по-старому, получается, он там возле креста останавливались, чай пили, то есть высоту вот они срезали здесь. Наверное. Вот там возле креста как раз здесь на бугру останавливались. Все. Вот, смотрите, чтобы и без обмана. Асфальт. Вот. Титул асфальт. Вот единственное, что вот здесь сейчас чуть-чуть. Никого нету, спустимся, значит. Злобок все-таки большой стал. Ну, как бы без этот. Горняк, слышите? Колеса начинают прокручиваться по щебенке, и он получается. Вот что мне нравится в европейцах. Все, пошел. Ну что ты тормозишь-то? Поехали. Так что перевал Тит на сегодняшний день вот так выглядит. Сейчас еще покажу, где-то внизу там. Все, они подрезали, разгончики есть, все есть. Кстати, тут китаец с газом, но он ушел, когда сюда шел. То есть на Якутск. Сейчас покажу. Доедем. Давай на второй потихоньку. Ну, еще на первом положении наверняка будем спускаться. Поехали нормально, елки-палки. Что ты его тормозишь-то? Слушается меня потихоньку, сейчас спустимся. Вот они все тут облагоустраивают. Но в 26-м году, да, на следующий год у них завершение работ. Мне кажется, сейчас после Тита они начнут заниматься Якутом. Короче, вот он, китаец. Вот, видите? Вот так. Я только так и не понял. Отсюда съезда нету. Видимо, шел на Якутском. Тут как раз гололед был первый туда-сюда. И вот так он сюда и ушел. Газовоз. Но его оттуда только краном доставать. Кстати, здесь китайцев стало очень много. А я туда шел, я что-то даже его не заметил. Вы помните, вот этот злобок, вот на этом месте уже все висели. Сдавали назад, вот туда вот.
площадка, вон там дорожники стоят. Да? Все сдавали назад, все дела. Опять оттуда разгонялись. Все. Вот оттуда идешь. И все, и пошел. Он есть злобок, но он не такой страшный. Я на него вообще спокойно на 8-й залетел. А, на 7-й. В конце уже 7-ю врубил, да. А как пока они ничего не делали, вот он получается. Ну сколько сейчас засекем по километражу? Что-то я не вижу. А вот ровно у меня 500 метров до асфальта. Ну и все. И даже я вот первый раз, когда шел, еще старый тип был. На разгоне я в моменте снизался до 5-й, 4-й, по-моему, да. Вот они этот кусочек не успели доложить, потому что это, ну как сказать, ну морозы пришли, зима, холодно. На следующий год его по весне доложат, асфальт и все. Вот как оттуда разгоняешься и пошел туда втихую наверх. Единственное, что в дождь будет твориться здесь. Хрен его знает, да? Ну что, веселуха будет летом. Да и зимой тоже где-то будет там на том повороте. Сейчас-то, когда все замерзнет, уже не будет ничего. И то кто-нибудь будет висеть. А вот когда гололеды первые, тогда это... так и будет висеть. Ну это тут они так подровняли ее, что с асфальта спрыгиваешь и можно разогнаться. И там заскок на асфальте нет вот такого, чтобы все тормозили. Но опять же у нас найдется, кто будет это делать. Понятно, жалко машину, жалко ходовку, но здесь, если так не ездить, с разгона все это брать, ты никогда здесь и не проедешь нигде. Понятно, что там, где страшный гололед, там каша, вот машины не могут подняться. Там либо цепи, либо в полгаза, если резина хорошая, идешь. Ну, как бы тянешь его и все, спокойно идешь. Не надо там не надо летать, газовать, а то сейчас все подумают, что мы только летаем и газуем. Ну что я вам скажу. 700 метров асфальта, короче, им осталось доложить. Ровно. Все. Я думаю, на следующий год они его положат, и все нормально будет. Так что вот такой тит был, друзья мои. Все, дальше едем. Ну что, впереди Чульмакан. Вы сейчас офигеете тоже. Поняли, нет? Да кто здесь ездит, тот понял, что тут. Асфальт положили полностью. Раньше уже здесь гравийка была. А теперь асфальт. Асфальт. О, правильно. Короче, якутскую дорогу все преображают. Ну, только до Якутска, до Бестяха, да? Ну, там до Черопчи асфальт. Трасса А360 Лена, да? Нужно ее до Магадана, наверное, положить такого. И там еще доделать. Сейчас после Неринга начнутся эти нырк. Не знаю, видно, нет? О, машинка едет. Ну, значит, слышно. Шикарно. Блин, не могу понять, чей язык. То ли Дагестан, по-моему, их
وعيوني ما ينفع يشوف كنت أزود لك شيء هو دوستك يروح خلاص هنشوف Сейчас посмотрим, кто это едет. Ценные знаки монтируют. Ну, по-моему, Дагестан. Да, 05. Как-то так. Короче, вот и весь Чульмакан теперь на сегодняшний день. Почему еду по левой полосе, сзади никого нету. А раньше туда, кто помнит, тот знает, как тут было. Там дорога проходила. Это вот они туда пустили, там поверху ездили. Сверху дорога. И все, послезали. Так, ну спускаемся с Якута. Потом подъем на границу, Лапри. Вот сейчас. Сейчас вот поднялись. Все это подъем Якут. Вон сейчас внизу ключей будет. Так что потихоньку, помаленечку. Горняк на первом положении. И он потихоньку держит, идет. Сейчас эти киргизы что-то исполняли, я так и не понял. А едем там на асфальте нырки большие. Ну, еду потихоньку. Он там сзади пристроился и что-то фарами в рацию. Я ему что-то спрашивал, он молчит. Ну, моргаю ему, обгоняй. Фу, так обошел меня рьяно, летел. Тут на подъем пошли, а он... Видно, что пустой, у него ленивцы подняты. Сдуется, смотрю, тормоза загорели потихоньку. Какой нахер потихоньку? Благо никого встречек не было, как газу дал. И все, шаганул только. Ушел от них, они там сзади два, блядь, едут. А еще увидели, что гаишники в Нагорном стояли. Все, блядь, извиняюсь за свой французский. Начали, что-то кто-то летал сюда. Лететь-то не мудрено тут же. Капец. А то посыпано, то лед. Вот тут лед на спуске. В подъеме нормально. Маленькие летят. Вот. Это по-любому местное, наверное. Вольво пошло. Или это Володя. Ну вот так и бывает. Володю встретил Реал Трак. Я давно с ним знаком, я еще на YouTube не снимал. Они, ну, наверное, все знают Вольво. У него следит. Жена, она сильно, да и не разгонюсь или разгонюсь, не знаю, давай вода, попробую. Что, разгони, не придержи, ничего. Общаются тоже с кем-то. Так, переговорили быстро. И мы тогда Дафа перегоняли, с ним познакомились. Володя с Максом. Макс 48 ТВ, по-моему, да. И даже где-то там у Макса в ролике есть. Общались с ними. Так, пацаны грамотные. О, говорю, Володя, привет. Он говорит, я тебя заснял. Я говорю, я тебя тоже. Ну, на телефон неудобно. Как бы так вот. Так, ну видите, он едет не Ренгри, тут на коротке ездит. Я домой иду, как бы, ну если бы знали, что телефонов-то нет, что остановимся. Остановились бы, пообщались. Так.
включимся. Еще один подъем, короче. Нам надо преодолеть. Ладно, включимся. Короче, выключил то, что надо было там переключаться туда-сюда. Не знаю, заснял там Вольву. Улетела, ее вытаскивали, вытащили КамАЗом. Потащили этим, как его, эвакуатор. КамАЗ, вездеход. За частичной погрузкой сзади за эту поднимают. И потащил 716-я Вольво. Я так понимаю, это вот как раз она там и была. Где ящик аккумуляторный, вот это все валялось. Как раз я снимал на спуске. Ну и все, 9-ю включили, на подъем на границу. Обходи. Как далеко слышно, да? Девятую включил. Прям педальку газа совсем чуть-чуть давлю. 1300-1400 оборотов. И все, и он фигачит потихоньку. Ну, конечно, это вот, то, что пустой, я АСР-ку отключил, потому что проскальзывал, чтобы он не душил. Все. И погнали. Ну и межосевую. Потому что одно колесо начинаешь шлифовать, второе на месте, и это херово. Так по прямой потихоньку. Тут автоматическая блокировка. Она не жесткая. Не так, как на китайцев там. Надо остановиться, включить, и не больше 30 ехать. Такого нету. Так же, как и на Вольве авто. Когда надо, оно схватануло, когда не надо, оно отпустило, короче. Уже это проверено. И когда буксовал, надо было выехать, не мог выехать. И это... Вот так. Оно одно крутит, второе хлопы схватило. Пошло. Я понял, что это за Вольво стояла. Я когда туда ехал, не снимал же здесь, с тралом стояла Вольво, как раз на повороте. На Нагорной. Ой, не на Нагорной. Вот где асфальт. Вот она точно там стояла. Но она что-то и не заметил, видимо. Она была подразбита. Или это сейчас ее так тянули, что ее подразбили. Хрен его знает, что я так и не понял. Прошлифовываем. Как бы, ну оно всегда здесь. Надо ходиком. Не так, что газовать там, что у тебя колеса это. Вот спокойно. Где-то приотпустить, наоборот, газ накатом прошел ямку, хлопысь, потом газку дал, чуть отпустил, и все, и пошагал, ходом все делается. А не так, как некоторые, блядь, я извиняюсь за свой французский, да, есть, пролетают у меня маты, все мы не без греха. Оденут цепи, и газ, палас, и полетели. Они у него шкрябают, аж искры летят, цепи рвутся, все, хана. На цепях вообще там ты едешь, вот мы сейчас поднимаемся 40 км в час. Кажется, что мы летим. Потихоньку, я без цепей иду. Натяг ее держишь, и все. Не даешь ей прошлифовывать. Начинает прошлифовывать, ты отпустил. Надо, потом добавил. Чуть-чуть, вообще по педальке там гладим. А то как некоторые думают, чем больше газа, тем я, блядь, вылечу быстрее. Да нифига подобного. Быстрее в кювет улетишь. Потащишь, шлифанет, и все, и хана. Еще один рывочек, и поднялись. Что-то этот ролик будет нифига себе какой длинный. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Короче, Володька здесь ездит. У нас
Пока, видимо, цену дают. Вовка работает. Ну правильно, что? Нам бы на коротке давали цену, мы бы тоже здесь работали. Не заморачивались. Ну все. Так, включаем все клавиши. Говорим Республике Саха-Якутия пока-пока. До новых встреч. Ну и здравствуй, Амурская область. Ну все, если будет что-то интересное, ребят, еще включусь. Ну и так, друзья мои, федеральная автодорога А360 заканчивается. Вот на ней даже хололед. Хрен они что здесь сделали, чисто у меня, не знаю. Это даже не гололед, это асфальт такой. Ни хера себе, а что они там с ним делали? Поливали какой-то херней. Короче, выезжаем мы. Что так у меня это как-то на камеру фонарики эти вообще какие-то. Свет такой как-то не поймешь, что вроде стекло протирал. Так что все, говорим, пока федеральной автодороги А360. Ну и вот она, федеральная автодорога Амур. Да, Амур же это, Амур. Чита-Хабаровск. Все, на стоянку и отдыхать. 1176 и там 640. 1600, 700, 1800 до дома. Ой, ну что я хочу сказать. Тут что и музыка играет, и я что-то пытаюсь говорить. О, что-то какой-то объезд будет. Что-то они тут мутят, крутят. Ну да, зима же начинается, надо все разобрать. Чтобы, по гололеду все улетали там. Ой, что я хочу сказать. Берегите себя. Помните, что нас всех ждут дома. Спасибо, что смотрите мои ролики. Ну и до новых встреч, друзья мои. Все, на этом сегодняшнюю серию заканчиваем.